Гульбахар Хативаджи и Кальбинур Сиддик, два свидетеля китайского концлагеря в Восточном Туркестане, выступили 28 сентября на ежегодном мероприятии Форума свободы в Осло, одного из самых престижных в мире форумов по правам человека, призвав мир принять меры, чтобы остановить геноцид уйгуров. Гульбахар Хативаджи и Кальбинур Сиддик рассказали сотням людей в зале об ужасных преступлениях, психических и физических пытках, свидетелями которых они стали в так называемых китайских лагерях перевоспитания. Жертвы лагеря также призвали выполнить свой гуманитарный долг, чтобы остановить геноцид уйгуров в Китае. По случаю годовщины оккупации Восточного Туркестана Китаем 1 октября 1949 года уйгурские турки, проживающие в разных странах, особенно в Стамбуле, организовали встречи с прессой и акции мирных протестов перед китайскими консульствами. Уйгурские турки Восточного Туркестана собрались перед зданием китайского консульства в Стамбуле и провели акцию протеста в 74-ю годовщину оккупации Восточного Туркестана атеистическим Красным Китаем. Уйгурские турки хотели пройти маршем перед Генеральным консульством Китая в Сарыер-Тарабе в 74-ю годовщину оккупации Восточного Туркестана. В рамках принятых мер безопасности дорога, ведущая к консульству, была перекрыта полицейскими группами. В Даке и Нараянгандже прошли акции протеста, посвященные оккупации Восточного Туркестана с требованиями справедливости для уйгурских мусульман. Национальная партия улемов Машейха Паришада в Бангладеш провела митинг протеста у северных ворот национальной мечети Байтуль-Мукаррам в воскресенье, в то время как в Нараянгандже прошла демонстрация под знаменем Сачитана Нагрига Самаджа. Также присутствовал президент НАМ Белаед Хосейн Аль-Фирази, секретарь муфти Асадулла Закир и юрист Хайрул Ахсан. Они призвали мировое мусульманское сообщество и мировые державы активизироваться и выступить против зверств, направленных на уйгуров в Китае. Парламент Казахстана на прошлой неделе принял новый законопроект, который потребует от казахстанцев в Синьцзяне получить свидетельство об отречении от своей родины, от китайского режима, прежде чем стать гражданами Казахстана. Нижняя палата казахстанского парламента объявила, что приняла законопроект о сотнях тысяч казахских турок, которые вынуждены жить в условиях жестоких преследований Китая в Восточном Туркестане под видом соглашения об обмене информацией между гражданами Казахстана и Китая. Согласно этому, казахские тюрки восточно-туркестанского происхождения могут быть гражданами Казахстана, но они должны будут представить доказательства, получив свидетельство об отказе от гражданства, которое будет выдано органами записи актов гражданского состояния правительства Китая. Такое развитие событий означает, что Казахстан больше не будет безопасным убежищем для жителей Восточного Туркестана. Министерство внутренних дел Турции объявило, что один из террористов, совершивших нападение перед Главным управлением безопасности в Анкаре, был определен как член Рабочей партии Курдистана. В заявлении от МВД говорится, 1 октября 2023 года в 9 часов 26 минут утра была предпринята попытка нападения со стороны двух террористов, которые подошли ко входу здания Главного управления безопасности Министерства внутренних дел на бульваре Ататюрка. Покушение было пресечено нашими героическими полицейскими. Два террориста, принявших попытку нападения, были нейтрализованы в результате немедленной реакции наших силовиков, говорится в сообщении. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики. В своем послании Путин подчеркнул важность сотрудничества Китая и России и заявил, что оба государства действуют согласованно по международным вопросам.